Главные новости продолжит эфир на Атамикен Бизнес. И вот о чем мы расскажем сегодня. Какие условия выдвинули шахтеры ArcelorMittal Темиртау и почему работу угольного разреза хотели приостановить? Чтобы шахтеры гарантированно возвращались с рабочей смены живыми и здоровыми. И как заставить работать закон об уголовной ответственности работодателей за травмы на производстве? Фариза Булатбек и Вера Шеллер разбирались в теме. Кигок озвучил, как будут бороться с дефицитом электроэнергии. Касательно майнеров, действительно, такая проблема есть. Только ли майнеры виноваты в проблеме и чья зона ответственности контроль за добытчиками криптовалюты, Айдана Тимирова расскажет. Малый и средний бизнес стал больше брать кредитов, а доля проблемных займов упала. Однако неопределенность в сырьевой, торговой и финансовой сферах все еще сохраняется. Об итогах Конгресса финансистов, который прошел в Алматы, Ольга Зинченкова. 3,6 триллиона тенге направят на нацпроект «Здоровая нация». Ждем в студии председателя общественного объединения «Республиканская медицинская палата». Спросим, как намерены за 4 года изменить ситуацию в здравоохранении. Мадина Алмултина в студии новостей Атамикен Бизнес. Ввести уголовную ответственность руководителей опасных промышленных предприятий за нарушение норм безопасности. С таким предложением сегодня в ходе правительственного часа выступили депутаты Сената. Они отмечают, что ситуация с соблюдением норм безопасности на промышленных объектах страны остается крайне тревожной. Ну а число опасных инцидентов только увеличивается. Какие еще требования намерены выдвинуть промышленным гигантам, расскажет наш корреспондент Фариза Булатбек. Фариза, эта тема не первый раз поднимается в стенах парламента. Да, Мадина, вопрос обеспечения промышленной безопасности поднимается чуть ли не на каждом заседании парламента. И вот уже второй день подряд сенаторы говорят об ужесточении наказания за подобные трагические случаи, как, например, на шахте Абайская в Карагандинской области. И, видимо, на этот раз депутаты настроены серьезно. Они считают, что отныне руководители компании не должны отделываться незначительными штрафами и дальше продолжать свою работу. В европейских странах после таких инцидентов, как правило, предприятия лишают лицензии и приостанавливают свою деятельность. Мы сейчас потребовали, чтобы мы внесли и рассмотрели вопрос именно в уголовной ответственности. Иначе просто быть не может. Но вот посмотрите, мы привели такой факт. Я вчера озвучивал депутатский запрос по случаю Абайской. Вот представьте, за 10 лет у них произошло за 10 лет 23 аварии. Представляете, в 8 авариях 42 человека пострадали, из них 19 человек погибли. В 2006 году, в 2008 году 71 человек погиб. Ну, представляете, рота солдат погибла буквально в мирное время. И никто не понес никаких, так сказать, наказаний. О том, что проще и экономичнее заплатить административный штраф, признают и в Кабмине, и в депутатском корпусе. Кроме того, к снижению уровня производственной дисциплины повлияли меры по сокращению требований для бизнеса, считают в МЧС. В ведомстве предлагают внести изменения в предпринимательский кодекс и установить новый порядок проведения проверок опасных производственных объектов. Напомню, что Госнадзор может проверять опасные промпредприятия только один раз в год, при этом уведомив их заранее. Министр по чрезвычайным ситуациям сегодня предложил вернуться к старой практике и ввести внезапные проверки. Мы предлагаем вернуться к тому, что инспектор имеет право в любое время посещать объект, не уведомляя заранее, не беря разрешения прокуратуре. Потому что, к сожалению, имеются факты, когда идет и в том числе укрывательство происшествий, которые происходят на производстве, или нарушение технологического процесса. Между тем, в Казахстане всего 381 инспектор. На их плечи возложена обязанность по проверке 9 тысяч предприятий и 230 тысяч опасных производственных объектов. То есть нагрузка на них колоссальная. Более того, есть опасения, что уже через 5 лет в службе промышленной безопасности Казахстана не останется специалистов. Мадина, наверное, таких проблем в промышленности не было бы, если бы все предприятия не скупились и перешли на новые технологии, оцифровали свою деятельность и не работали по старой методике.
Да, Фариза, вот оказывается, деятельность шахты Абайская в Карагандинской области пытались приостановить еще в мае этого года. Об этом сегодня заявил министр ПЧС Юрий Ильин. Вопросам безопасности рабочих на предприятии не уделяется должного внимания. Этого от ArcelorMittal Темиртау потребовали в Караганде и трудовые коллективы. Вместе с профсоюзом угольщиков Коргау шахтеры выдвинули промышленному гиганту требования из 12 пунктов. Чего хотят добиться горняки после очередной трагедии и за какие нарушения работу шахты хотели приостановить, материал Веры Шеллер. С момента ЧП на шахте Абайской уже прошло 6 дней. Лайдын Зейналов, один из 2 чудом выживших горняков, на соседней кровати его коллега. Оба они были доставлены в больницу с отравлением шахтными газами. Ребята, там, которые готовы, подготовкой занимаются, сказали, что газ, уходим. И готовы развернуться, уходить уже все. Уже больше ничего не помню. Меня вытащили в ГСЧ. Я где-то поехал с Рашидом, где час лежал там еще. Слава Аллаху, что все живые остались. Почти неделю спустя после трагедии на шахте Абайской к работе приступила согласительная комиссия. В ее состав вошли инициативные группы от 8 шахт, профсоюз угольщиков Коргау, руководство ArcelorMittal Темиртау и руководители госструктур. Возглавил комиссию аким области. Шахтеры выдвинули требования из 12 пунктов. Самый главный вопрос – это обеспечение безопасных условий, чтобы шахтеры гарантированно возвращались с рабочей смены живыми и здоровыми. Один из тоже главных вопросов – это вопрос повышения заработной платы. Также в списке требований обновление оборудования и материально-технического оснащения рабочих. Трудовые коллективы настаивают на том, чтобы отстранили от работы директора угольного департамента Андрея Черномаза. По официальной информации Министерства ПЧС до трагедии весной на шахте проводилась проверка, по результатам которой выявили нарушения. В этом году, в мае месяце, на эту шахту подавали в административный суд на приостановку. Суд вынес решение на вынос штрафа. Было нарушение правил дегазации. Как раз таки вот вопрос как раз метана, причина, да? как раз метана, то, что и произошло. Уже в который раз очередной высокопоставленный чиновник заявляет о необходимости внедрения современных технологий по добыче угля для безопасной работы шахтеров. А ВОС и ныне там. Окончательного решения по работе согласительной комиссии пока нет. Все на стадии обсуждения. Отметим, на шахтах компании в Карагандинской области за годы ее деятельности погибло около 150 горняков. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал Атамикен Бизнес. Ожидают ли казахстанцев веерное отключение электроэнергии? Сегодня в Сенате вице-министр энергетики заявил, предстоящей зимой проблем не будет. Дефицит, наблюдаемый в этот период, будет покрыт за счет импорта мощностей из России. Но и это еще не все. Теперь в часы пик компании будут обесточивать не население, а майнеров. Подробности с брифинга с участием энергетиков расскажет моя коллега Айдана Темирова. Айдана, так неужели обойдется без каких-либо оговорок? Приветствую, Мадина. Да, представитель Минэнергии и оператор электроэнергетических сетей Кигок обещали, население без электричества не останется, несмотря на дефицит. Последние дали понять, что не всегда от них все зависит. Например, не исключаются ситуации с обесточиванием населения вследствие плохой погоды или форс-мажоров на самих электростанциях. В любом случае, ответственные лица с уверенностью сообщили, что все держат на контроле. И теперь в часы пикового спроса, чтобы снизить нагрузку, электричество будут отключать энергоемким добытчикам криптовалюты. Напомню, нехватку энергии в Казахстане ранее напрямую связывали с деятельностью и ростом численности майнинг-ферм. Кроме того, Кигоком будут проводиться мероприятия в часы пикового спроса, не отключать население, а отключать именно майнинговые компании, чтобы сбросить потребление именно по ним. Мы предполагаем, что вот эти мероприятия позволят бесперебойно пройти наш зимний отопительный период. Ранее министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявлял, что скоро в стране начнется работа по борьбе с так называемыми нелегальными серыми майнерами. И вот сегодня в Сенате стало известно, что ведомством были выявлены 13 объектов по незаконной добыче криптовалюты. Касательно майнеров, действительно такая проблема есть. В частности, вот по Жамбыльской области Комитетом атомного энергетического надзора совместно с Кигок были проведены ревизии. Выявлено 12 объектов серого майнинга по Жамбыльской области и 1 объект серого майнинга по Павлодарской области. По результатам контрольных мероприятий 13 этих объектов были отключены мощностью 120 мегаватт.
А вот легальные майнеры считают, что в начавшейся борьбе пострадают законные добытчики. Об этом телеканалу Atomic Business заявил старший координатор по связям с госорганами Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Сергей Путра. Эксперт подчеркнул, что такие меры однозначно принесут убытки всем майнерам. Ведь пока будут ловить всех нелегальных добытчиков криптовалюты, под ограничение попадет и белый майнинг. Причем, оказалось, такие примеры уже есть. К майнерам Казахстана такие ограничения применяются. То есть их ограничивают либо в объеме, либо полностью отключают часы пиковой нагрузки от потребления электроэнергии. То есть это не новость, это уже делается. Анализ никто не проводил до сих пор. Наша позиция такая: давайте сначала выявим детально все-таки причину, а потом уже будем вводить какие-либо меры. По версии майнеров, настоящая причина дефицита электроэнергии – это ремонтные работы в энергопроизводящих станциях. Да, майнинговые фирмы энергозатратные, но к дефициту привести не могут, считает глава Ассоциации блокчейн. Как бы там ни было, сегодня в КИГОК рассказали, что по сравнению с прошлым годом в этом потребление электроэнергии выросло на 7%. И теперь, чтобы обеспечить население электричеством в полном объеме, планируется импорт энергии из России. Более того, скоро запустят 2 отремонтированных энергоблока в Экибастузе. Проводятся ремонты на электростанциях в соответствии с планами. 8 ноября включен в работу обе машины на Майнатской гидроэлектростанции. Буквально вчера запущен энергоблок мощностью 200 мегаватт на Жамбылской ГРЭС для того, чтобы максимально удовлетворить потребности потребителей республики. С начала года потребление республики по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 7,2%. В целом отключений в сетях АО «КИГОК» нет. Потребители обеспечиваются в полном объеме электроэнергии. Мадина, я надеюсь, теперь нам можно не переживать, сможем ли мы зарядить свои телефоны и посмотреть новости по телевизору. Но вот майнерам придется несладко. Надеюсь, они не потеряют свои позиции в мировом рейтинге. Ведь только недавно отечественные добытчики крипты выбились на 2-е место. Мадина? Но тут надо, главное, помнить, что китайцы расчистили свои энергомощности для официальной электронной валюты, цифровой юань. А у нас сегодня как раз-таки обсуждали пилотный проект цифрового тенге, так что надолго ли у нас такая свобода? Спасибо, Айдана. Акима района в Павлодарской области обязали выплатить около 7 миллионов тенге крестьянскому хозяйству. Несколько лет назад фермер лишился участка, который ему выдавали в аренду на 49 лет. Предприниматель понес убытки, пришлось распродать скот, но длительные хождения по кабинетам госчиновников в поисках справедливости результатов не дали. Участок вернули только после обращения в Мажилис. Но ответственности за произошедшее не понес никто. Фермер обратился в суд. Галина Трощева о земельном споре. Крестьянское хозяйство Абитанов занимается животноводством и выращивает овощи. В 2017 году без суда и следствия фермер лишился земельного участка в районе Теренколь, где разводил лошадей. Предпринимателю пришлось распродать свыше 200 голов. Уничтожить легко, признается представитель крестьянского хозяйства Жанар Абитанова. А вот заново восстановить очень сложно. Чиновники государственных органов, они бывают ни при чем. А предприниматель, он должен страдать. Предпринимателю все можно. Я хочу, чтобы некоторые чиновники, которые виноваты в том, что с нами так обошлись, незаконно отобрали землю у нас, я хочу, чтобы они понесли наказание. По подсчетам крестьянского хозяйства, они понесли убытки на сумму больше 17 миллионов тенге. А сколько потрачено сил и нервов за эти 2 года, хождения по кабинетам чиновников не сосчитать. За нанесенный ущерб бизнесу и потраченное время теперь пусть отвечают госорганы, считает фермер. Доказали то, что эта земля была незаконно изъята у предпринимателя. А уже вторым этапом предприниматель воспользовался своим правом, когда подал на убытки упущенные. Есть прямая связь от действий уполномоченного органа акимата района Теренколя. Дело рассмотрели в суде и постановили взыскать с акима района Теренколь убытки в пользу крестьянского хозяйства в размере 6 миллионов 820 тысяч тенге. К слову, сейчас чиновники, принимавшие тогда решения, занимают другие должности и, получается, избегут наказания. Это же не личная ответственность акима района, это же было коллегиальное постановление, соответствующее на основании коллегиального решения земельной комиссии. Поэтому судебный процесс продолжается. Это же акимат района, а не аким района.
Акимат намерен подать апелляцию. Данный случай – прецедент для региона, когда вину госорганов удалось доказать и обязать выплатить ущерб. Фермер надеется, что это послужит определенным уроком для тех чиновников, которые выносят незаконные решения. Галина Трощева, Кайрат Алпызбаев, телеканал «Атамикен Бизнес», Павлодар. Сегодня в Нур-Султан прибыла вакцина от Pfizer. Наша съемочная группа посетила аптечный склад столицы, где хранят ампулы с препаратом. Моему коллеге Диасу Еркинову удалось пообщаться с пресс-службой СК «Фармации» и с министром здравоохранения Алексеем Цоем. Диас, расскажи, удалось хоть краем глаза увидеть долгожданную вакцину от Pfizer? Мадина, даже краем глаза не удалось. Нам показали только коробки в специальных холодильных установках. Об этом я расскажу чуть позже. Для начала отмечу, что в столицу доставили 35 тысяч доз американо-немецкой вакцины. Это только первая партия, но когда привезут остальные препараты, журналистам не рассказали. Представители управления общественного здоровья столицы и сами не знают этого, но зато знают, кому она показана и противопоказана. Это вакцина от Pfizer. У нас детей в возрасте от 12 по 17 лет 110 тысяч в городе Нур-Султан. Из них мы планируем где-то порядка 63 тысяч запланировано, это подлежащий наш контингент. И, значит, беременные женщины, женщины кормящие, беременные женщины, у нас где-то порядка 27 тысяч. Там мы будем смотреть, потому что есть и противопоказания к вакцинации. Это вот тяжелое течение беременности, да, аллергические какие-то реакции. То есть в случае, если состояние беременной не будет позволять, естественно, вакцинироваться она не может. Между тем, вакцину от Pfizer привезли в специальный аптечный склад столицы. Посетив его утром, я ожидал увидеть нечто грандиозное, но фактически долгожданный препарат держат в коридоре, хоть и в двух специальных холодильных установках. Они поддерживают температуру от минус 90 до минус 60 градусов по Цельсию. Такие значения необходимо соблюдать согласно условиям хранения. В СК «Фармации» рассказали, почему вакцину Комирнати сразу отвезли на склады УОЗ, а не в хабы, где их обычно хранят лекарственные препараты. Доставленные вакцины, они пришли уже от производителя, упакованы в специальных боксах, которые поддерживают и соответствуют той температуре, которую рекомендовал сам производитель. Эти боксы упакованы в том количестве, каждый бокс, для того, чтобы их не вскрывать на всем пути, сохранять холодовой режим, называется этот режим, чтобы соблюдать температуру в том количестве в каждый регион. То есть прибывшие вакцины не были доставлены в хабы единого дистрибьютора, а напрямую доставлены во все регионы и вскрывались только на складах управления здравоохранением уже для распределения для вакцинации. Таким образом, ответственность за содержание вакцины от Pfizer перешло с СК «Фармации» на управление облздравов регионов, а ведь доставка препаратов в Казахстан далась совсем нелегко. В Министерстве здравоохранения даже до сих пор не называют сумму сделки, ссылаясь на конфиденциальность. Во время пресс-конференции я задал вопрос главе ведомства, не создает ли это коррупционные риски. Ведь только малый круг лиц знает, сколько в действительности потратили бюджетных денег. Абсолютно нет, потому что все эти договора предварительно все просматриваются, поверьте, там очень много. И это эксклюзивная цена, это непосредственно цена с завода. То есть здесь нет никаких посредников, напрямую поставка идет, поэтому здесь исключены какие-то вещи, это прайсовая цена самой компании. Министр добавил, что, может быть, в будущем мы узнаем стоимость, заплаченную за вакцину от Pfizer. Вот только решать это будет не Минздрав Казахстана, а сама компания Pfizer. Так что, если они захотят, тогда и узнаем, сколько казахстанцы заплатили за долгожданную прививку. Мадина? Спасибо, Диас. Но вот чиновники в Северо-Казахстанской области нашли способ ускорить темпы вакцинации от ковида. Они организовали спецбригады медиков для выезда и проведения процедуры на дому. Местные власти пошли на такие крайние меры, поскольку регион возглавляет антирейтинг по суточному приросту заразившихся. Сегодня там зафиксирован еще 161 случай заболевания. При этом темпы вакцинации за последние месяцы снизились в 10 раз. Если летом в сутки прививки получали от 3 до 5 тысяч человек, то сегодня число сократилось до 450 вакцинаций. Непривитыми остается третья часть населения региона, а это 115 тысяч человек, 60% из которых люди пенсионного возраста. По совместной инициативе акимата города Петропавловска и
управления здравоохранения с сегодняшнего дня мы инициировали проведение вакцинации на дому. Мы будем ездить по домам, предлагать людям, если они согласны, разъяснять, устранять их все неправильные понимания вещей и вакцинировать сразу на дому. Медицина и качество жизни – это, конечно, не только противостояние коронавирусу. Уже известно, что в целом 3,6 триллиона тенге направят на реализацию национального проекта «Здоровая нация» в Казахстане. По итогам пятилетки ожидается, что продолжительность жизни граждан увеличится на 4 года, с 71 до 75 лет. Люди станут на 80% довольнее качеством медуслуг. Ну а вливание частных инвестиций в здравоохранение возрастет в 6 раз, до почти 800 миллиардов тенге к 2025 году. Более того, проект позволит создать около 13 тысяч новых рабочих мест. А доля отечественной фармацевтической продукции Минздрав доведет с 17% до 50% к 2025 году. Ну и у нас сейчас на связи по скайпу председатель общественного объединения «Республиканская медицинская палата» Максут Кульжанов. Добрый вечер. Спасибо большое, что вышли с нами сегодня на связь. Как связь? Вы слышите меня? Добрый вечер. Я вас слышу. Слышно ли меня? Да, вас тоже прекрасно слышно. Вот насколько реально вообще задача добиться того, чтобы население стало довольно качеством медицинских услуг, еще и в такие сжатые сроки относительно небольшие, 4 года, и на такую, в принципе, гигантскую цифру 80%. Что будет для этого делаться? Ну, я думаю, что цель вполне достижима, потому что многое будет делаться для того, чтобы доступность медицинской помощи была значительно улучшена. Это речь о том, что сегодня дорогостоящие медицинские услуги – одна из серьезных проблем, которые не всегда бывают доступны. Поэтому увеличение почти вдвое дорогостоящих медицинских услуг, которые часто бывают жизненно необходимы для конкретного больного. Это и есть тот факт, когда мы можем говорить о том, что удовлетворенность качества медицинской помощи будет значительно улучшена. Но вот ни для кого не секрет, я хотела бы вот вас перебить, ни для кого не секрет, что качественные медицинские услуги – это прежде всего платные медицинские услуги. Вот как будете работать в этом направлении? Не всегда. Качественную медицинскую помощь нужно увязывать с частной медициной. В наших государственных медицинских организациях достаточно большом объеме оказываются качественные медицинские услуги, уникальные медицинские услуги. Поэтому я думаю, что это не совсем верная интерпретация связи качественной помощи и частной медицинской службы. Я делаю такие выводы, как рядовой потребитель. Я тоже один из потребителей этой помощи, и большей частью я получаю качественную помощь в наших государственных медицинских организациях. Не потому, что я занимаю какую-то там позицию или не позицию, я абсолютно уверен, что увеличение инвестиций в сферу здравоохранения и в государственную, и в частную, она позволит нам поднять удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. Второе. Ведь доступность – это и достичь больных людей, пациентов, нуждающихся в самых отдаленных местностях Казахстана. Страна очень большая, плотность низкая. Когда между населенным пунктом и медицинской организацией достаточно большие расстояния. Вы сейчас, наверное, говорите о сельской медицине. Сельской. Это ведь селяне, тоже наши жители, составляют достаточно большой удельный вес. Более 40% жителей – это сельские жители. Из этих сельских жителей около 40% живут в удаленных сельских населенных. Как это сделать, чтобы они тоже могли иметь доступ к получению своевременной именно в тот момент, когда он нуждается. Ну вот интересно послушать, как это планируется делать? Это широкое внедрение передвижных форм медицинской помощи. Это и автобусы, это
Санавиация – это очень небольшой процент. Это наши специализированные поезда, которые ездят по железным дорогам, останавливаются в самых таких глухих разъездах и станциях, и где стекаются ближайшие села. Это и сегодня автобусы или специализированные автомашины, которые где есть цифровой УЗИ, цифровой рентген, где есть стоматолог, специалисты. И вот это тоже будет способствовать. Это почти более чем в 2 раза будет увеличен объем оказываемой медицинской помощи. Но мы вот с вами сегодня затронули как раз о платной медицине, вопрос платной и бесплатной медицины. Но вот в нацпроекте стоит такой пункт: вливание частных инвестиций в здравоохранение возрастет в 6 раз. Вот в этом конкретно случае речь идет о платных услугах? Нет. Частные инвестиции для того, чтобы, скажем, реоснастить, реинженерить, заново построить не дополнительную больницу, скажем, планируется около 20 современнейших новых госпиталей, которые будут оказывать самую высокоэффективную, качественную медицинскую помощь. Это не плюсом, а идет взамен. Ну, в области, скажем, есть областная клиническая больница, которая существует 50 лет. Она оказывает помощь сегодня, но оказывает на вчерашнем уровне. Сегодня, когда мы получим вместо этой устаревшей, совсем устаревшей областной больницы, современную больницу, за счет именно частного капитала, не оказания там в этой клинике частной медицинской услуги, а построить за счет частного капитала. Это ГЧП. Хорошо знакомо это слово. Да, не слово, а государственно-частное партнерство. И сегодня медицина – это социальная сфера. И здесь очень много частных фондов, частных лиц, которые готовы вложить в медицину. Потому что, наверное, не каждый частник есть нечто, которое только думает о прибыли. Но я с вами абсолютно согласна, что нужно строить новые современные больницы, вводить новое современное оборудование. Но вы наверняка не поспорите со мной, что медицина, качественная медицина – это прежде всего качественные профессиональные кадры. Вот как намерены работать в этом направлении? Здесь скажу так, что министерство за последний год значительно увеличило подготовку узкодефицитных и узких специалистов, выделив для этого значительно больше мест обучения. Я думаю, что это даст свой эффект в ближайший год-два. Это обучение одно. Второе. Стимулирует с тем, чтобы выпускники медицинских вузов ехали в отдаленные села, это так называемое с дипломом в село. Это общее движение, это и учителя с дипломом в село, врачи с дипломом в село, медицинские сестры. Это один из таких элементов, когда мы пытаемся улучшить не только качество, но и количество. То есть вы хотите сказать, что в эту сумму 3,6 триллиона тенге входит и сумма средства на поддержку медработников? Да, конечно, это входит, будет входить. И очень важно, что еще один аспект – это реабилитация. У нас часто бывало, что медицина лечила, но не всегда она заканчивалась реабилитацией, то есть восстановлением человека обратно в экономику. Ведь мы говорим, когда медицина – это часть экономики, мы имеем в виду, что заболевшего человека, потерявшего какую-то часть своей способности, через систему реабилитации возвратить в экономику, чтобы он дальше производил национальное богатство, чтобы он участвовал в экономическом процессе. Это очень важно. Я с вами абсолютно согласна. Но давайте затронем вопрос еще фармбезопасности. Он стоит, мне кажется, наряду с продовольственной безопасностью, с энергетической безопасностью, даже с военной. Вот в производстве каких лекарств Казахстан нуждается сейчас больше других? И справятся ли наших, сейчас, кажется, 5 у нас крупных фармацевтических заводов, или мы нуждаемся все-таки в строительстве новых? Я скажу сразу, что не каждая страна может себе 100% обеспечивать всем необходимыми лекарственными средствами и медицинской техникой. И в этом даже нет необходимости. Поэтому считается, что
около 40%, 50%, если вы обеспечиваете свое население собственными медикаментами, вы обеспечиваете некий порог безопасности. Поэтому в этом проекте ставится цель именно достичь этой цифры 50%, чтобы наши медикаменты были именно на рынке и служили восстановлению здоровья наших людей. Это очень важно, ведь производство лекарственных средств – это очень сложнейший процесс. Вы видели, очень часто видели, что производство вакцины – это суперсовременнейшее производство. И любое лекарственное средство должно отвечать именно этим же требованиям. Есть международно установленные стандарты. И если этому не следовать, то изначально медикаменты, которые произведены в Казахстане, они будут низкого качества. Поэтому здесь цель ставится производить только высококачественные, только безопасные медикаменты, которые позволяют улучшить здоровье, выздороветь, в конце концов, наших жителей. Так, входит ли в цели проекта строительство еще одного фармзавода? Тут, наверное, не только один фармзавод. Если мы ставим цифру 50% как цель, конечно, цель вот этого проекта, который рассчитан до 2025 года, будет построен не один фармзавод. Поэтому здесь уже мы начали выпускать вакцину, собственную вакцину. Это свидетельство того, что страна по технологии находится на достаточно высоком уровне. Не всякая страна себе не то что не может позволить, она не может разработать, испытать, внедрить новые лекарственные средства. Как раз таки мы находимся на этом этапе, когда это мы сможем сделать. Ну что ж, цели благородные, и я думаю, что вполне может быть и выполнимые. Успешного вам выполнения всех задач. Я напомню, что на связи по скайпу у нас был председатель общественного объединения «Республиканская медицинская палата» Максут Кульжанов. Ну а мы продолжим. Домашний арест экс-министра здравоохранения Ильжана Биртанова продлен. Такое решение принял Следственный суд Нур-Султана. Бывший глава Минздрава проведет под домашним арестом еще 2 месяца для ознакомления с материалами дела. Как того и просило следствие и прокуратура. Сегодня в суде Биртанов и его защитники представили подробный отчет компании-разработчика платформы информатизации Минздрава. Бывший глава ведомства пытается доказать, что состава преступления и ущерба государству нет, поскольку платформа, по его словам, была принята по договору работоспособной. А качество экспертизы ее технического состояния адвокаты Биртанова поставили под сомнение. Они просили суд вынести меру пресечения, не связанную с ограничением прав на свободу. Бывший глава Минздрава находится под домашним арестом с 7 ноября 2020 года. Его первоначально подозревали в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Позже статью изменили на злоупотребление служебными полномочиями. В Алматы прошел ежегодный конгресс финансистов. Это платформа, на которой происходит обсуждение актуальных вопросов, связанных с развитием финансового сектора. За его работой наблюдала Ольга Зинченкова. Ольга, здравствуйте. Ждем главные тезисы встречи, кстати, которая проходила офлайн. Мадина, приветствую. На Конгрессе поднимались темы регулирования и надзора в финансовом секторе, стратегические вызовы и новые возможности, конкуренция в цифровую эпоху, кибербезопасность и цели устойчивого развития страны. Мероприятие началось с обращения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. В начале прошлого года мало кто мог предположить, что пандемия коронавируса и ее последствия окажут столь разрушительный эффект на мировую экономику. Последовавшее за ней падение рынков стало одним из самых значительных за последние 100 лет. Беспрецедентные меры, принятые государственными и международными институтами, позволили в целом остановить дальнейшее ухудшение ситуации. Однако неопределенность в сырьевой, торговой и финансовой сферах все еще сохраняется.
В рамках приветственного слова председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о проделанной финрегулятором работе за 2 года. По ее словам, принятые в пандемию меры, такие как программа льготного кредитования бизнеса и расширение инструментов ДКБ-2025, а также поддержки антикризисных мер со стороны банков, позволили добиться роста кредитов МСБ на 7,2% по сравнению с отрицательным значением в 13% в 2019 году. На фоне восстановления экономического роста, который начался с апреля 2021 года, за 9 месяцев текущего года рост кредитов МСБ превысил 18,6%, а общий рост кредитов в экономике 16%. Уровень проблемных и реструктурированных кредитов, характеризующих широкое определение НПЛ, снизился в 4 раза, с 40% в 2017 году до 10% к октябрю 2021 года. При этом сам НПЛ с просрочкой более 90 дней составил 4,3%. Это самое минимальное значение за последние 13 лет. Первая сессия началась с экономической повестки правительства, а именно с ускорения долгосрочного роста экономики. Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков отметил, что выход из кризиса будет постепенный. И для перехода к долгосрочному росту экономики будут приняты такие меры, как обеспечение роста инвестиций в основной капитал, строительство инфраструктуры, цифровизация, развитие человеческого капитала, а также развитие конкуренции и переход к новой регуляторной политике в отношении бизнеса. Будет делаться акцент на применении инструментов мягкого права в конкурентной политике, доступ к ключевой мощности, сокращение госзаданий, госзакупок из одного источника и дальнейшая приватизация госсобственности. В отношении регуляторной политики будет проводиться ревизия обязательных регуляторных требований и создание реестра обязательных регуляторных требований. Также Жаксылыков отметил, что в пилотных сферах уже выявили 48% требований, которые не соответствуют новой регуляторной политике. Помимо этого, на Конгрессе пообещали, что уже в декабре этого года будут представлены итоги пилотного проекта «Цифровой тенге». У меня на этом все. Передаю слово тебе, Мадина. Спасибо, Ольга. Восточно-Казахстанская область обеспечена положительной динамикой по всем основным социально-экономическим показателям. С начала года среднемесячная заработная плата выросла на 118% и достигла 216 тысяч тенге. Экономика области поставлена в новое русло развития. В рамках карты поддержки предпринимательства реализовано 59 проектов из 93 на общую сумму 1,2 триллиона тенге. Об этом сегодня в своем отчете рассказывал аким области Даниал Ахметов. Моя коллега Тина Кудайберген расскажет подробнее. Восточно-Казахстанская область занимает лидирующие позиции по темпу и количеству вакцинированных в сравнении с другими областями. Об этом заявил Даниар Ахметов. По его словам, сегодня уже 90% населения привито, что позволит быстрее добиться коллективного иммунитета и вернуться к привычной жизни. У нас есть достаточно большое количество мест, это 39 ковидных отделений. И мы достаточно оптимистично смотрим в будущее. На сегодня у нас развернут 3600 мест, но в пиковый период область в состоянии развернуть ковидных отделений на 8 тысяч мест. Также Даниал Ахметов отметил о полной обеспеченности региона необходимым медоборудованием. Кроме того, с начала года среднемесячная заработная плата населения выросла на 118% и достигла 216 тысяч тенге. Экономика области поставлена в новое русло развития. Помимо этого, положительные показатели есть и в сфере образования. Так, качество знаний школьников с 53% повысилось до 62%. Еще одним важным фактором для жизни человека является жилье. По этому вопросу аким области рассказала о предпринятых мерах для обеспечения граждан крышей над головой. Сегодня 84 дома на 104 миллиарда тенге строятся за счет частных инвестиций. Важным фактором является жилье. Мы в области строим сегодня 1,4 миллиона квадратных метров на сумму 280 миллиардов тенге. Мы ввели, в этом году будут введены 647 тысяч с ростом более чем на 125%. Также в своем докладе глава области рассказал о дополнительной поддержке местных предприятий на сумму в более 4,5 миллиардов тенге. Речь идет об субсидировании ряда проектов в регионе. Не забыли и об экологии области. В Восточном Казахстане только в этом году планируется завершить строительство 6 ветряных электростанций в Жарминском районе. Не так давно введена в эксплуатацию Тургусунская ГЭС-1. И по словам акима, это станет не только шагом для развития альтернативной энергии, но и обеспечит рабочими местами граждан Восточно-Казахстанской области.
Тина Кудайберген, Адельгазы Төлемес, Нурбулат Кулумканов, Атамекен Бизнес. Европейский Союз расширяет зону поддержки в сфере образования Казахстана. Еврокомиссия намерена увеличить объем бюджета на программу по обмену студентами Erasmus. За последние 4 года в рамках проекта выделено 124 стипендий студентам 14 региональных университетов. 1500 студентов получили направление на зарубежную производственную практику. Самый дорогой капитал – это человек, потому мы особый акцент делаем на развитие образования. Бесспорно, пандемия внесла много корректив. Для нас сейчас важнее технологический процесс. Какие у нас есть сдвиги в этом направлении? Возможно, экспертам в этой отрасли есть что сказать. И мы собрались, чтобы выслушать все позиции, по итогам чего и утвердим перспективный план развития. Министерство торговли и интеграции намерено нарастить объем электронной торговли до 15% к 2025 году. Как в целом развивается это направление в Казахстане? Данил Москаленко вместе с экспертом студии продолжит тему. Данил, да. Добрый вечер. Добрый вечер, Мадина. У нас, в общем-то, объем рынка электронной коммерции растет постоянно. Темпы немножечко снизились, как говорят эксперты, но в то же время... Представляешь, 426 миллиардов тенге по сравнению с прошлым годом, вот у нас увеличение на 116%. Ну, я думаю, ковид в этом только помог. Да. Данил Москаленко. Да, покупаешь что-нибудь? Что? Покупаем? Да только, кстати, в последнее время только по интернету. В магазины уже не ходим. Сейчас узнаем. Данил Москаленко и «Время говорить» продолжит эфир на Атамекен Бизнес. Всем хорошего вечера.